Здравствуйте! В эфире новости спорта, в студии Ольга Башук. Нападающий Ливерпуля Мохаммед Салах назван лучшим футболистом Африки по итогам 2018 года. 26-летний форвард сборной Египта выиграл приз второй раз подряд. В этом году, как и годом ранее, в тройку финалистов вошли его партнер по клубу сенегалец Садио Мане и габонский нападающий Арсенала Пьер-Америк Абамеянг. Футболисты Тоттенхэма обыграли Челси в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги. Встреча, состоявшаяся на стадионе Уэмбли в Лондоне, завершилась со счетом 1-0 в пользу шпор. Единственный мяч на 26-й минуте с пенальти забил Харри Кейн. Ответный матч пройдет 24 января на лондонском стадионе Челси Стэмфорд-Бридж. В матче западной хоккейной лиги произошел редкий случай. Шайба, брошенная одним из игроков, раскололась пополам. Произошло это во время противостояния Клоуны Рокетс и Принц Джордж Кугарс. Игрок Рокетс Лейн Заболоцкий послал шайбу в стекло, но бросок был такой силы, что шайба раскололась пополам. Что касается итога матча, то встреча завершилась со счетом 2-1 в пользу Принц Джордж. Подмосковные «Химки» обыграли турецкий Фенербахче в матче Евролиги. Встреча завершилась со счетом 84-78. Самым результативным игроком на паркете стал защитник Фенербахче Мелех Махмутуглу, набравший 18 очков. В составе хозяев 13 очков набрал Стефан Маркович. Турецкий клуб, занимающий в турнирной таблице Евролиги первую строчку, прервал свою 12-матчевую победную серию. Для «Химок» эта победа стала 7-й в 17 встречах, и сейчас клуб находится на 12-м месте. Следующий матч в Евролиге подмосковная команда проведет против турецкого Анадолу Эфес 10 января. А в Якутск прилетел марафонец Пауло Вентурини с супругой Виртус. Об этом сообщил первый замминистра по внешним связям и делам народов республики Владимир Васильев. Он приехал как можно раньше, чтобы иметь возможность адаптироваться к временной разнице, потренироваться на открытом воздухе. Как мы ранее сообщали, группа поддержки приедет 15 января. Напомним, в январе 2019 года начальник полиции, бегун-экстремал из Италии, 50-летний Пауло Вентурини, планирует пробежать классический марафон под названием «Монстр Мороз» на полюсе холода при температуре минус 60 градусов. Марафон запланирован на 17-22 января. Сам марафонец уверен, это поможет собрать полезные данные о человеческих реакциях в таких экстремальных ситуациях. И я также надеюсь показать, что нет ничего невозможного. Это были новости спорта. Мы следим за развитием событий.